Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейбшара. Расскажем коротко о самых важных темах в сегодняшнем выпуске. Международный форум, посвященный 15-летию признания независимости Абхазии, открылся в Сухуми. В республике вновь наблюдается рост стоимости бензина. С чем это связано и можно ли ожидать снижения цен? Депутаты Сухумского городского собрания внесли изменения в бюджет города Сухум на текущий год. Международный форум «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерации независимости республики» открылся в Сухуми. Участники форума обсудят роль исторической памяти в консолидации обществ, важность воспитания патриотизма у молодого поколения, опыт и перспективы информационного сотрудничества России и Абхазии. Организаторы – Международный институт развития коммуникаций «Мир Мост Абхазия» и Абхазский государственный университет. О первом дне работы форума в репортаже Асиды Малия. Как развивалась Абхазия после признания ее независимости России? Каков путь ее становления в качестве признанной республики? Как будут развиваться российско-абхазские отношения впредь? Главные темы форума, организованного Международным институтом развития коммуникаций «Мир Мост Абхазия» и Абхазским госуниверситетом. Проректор по международным связям и экономическим вопросам АГУ Максим Гвинжи открыл торжественную часть форума. Он приветствовал всех участников и отметил, что этот форум – попытка заглянуть в будущее и увидеть перспективы развития взаимоотношений более четко. Участников форума приветствовал ректор АГУ Олег Угварами. Он подчеркнул, что этот форум, приуроченный к 15-летию со дня признания независимости, пропитан особым смыслом. У нас очень много друзей, в первую очередь в России. Конечно, это очень известнейшие люди, которые по своей воле приезжали или по приглашению. И мы всегда показывали им свою молодежь. Вот молодежь постепенно, конечно, встала на ноги. Она сегодня достойно представляет нашу республику. Везде, где участвуют наши студенты, всегда отзывы прекрасные. Это вот благодаря всему народу Абхазии. Глава Абхазской епархии отец Виссарион Аплыя благословил участников международного форума и выступил с речью, в которой кратко рассказал об истории религиозных взаимоотношений с Россией. Он отметил, что российско-абхазские отношения строятся не просто на дружбе и интересах, а находятся в святом соединении. Я слышу от московского патриарха Кирилла, от многих епископов, надо восстановить абхазская православная жизнь, которая была у нас и в IV веке, и в I веке, и они радуются, когда мы строим какие-то храмы с абхазским куполом. И они всегда утверждают, надо восстанавливать абхазский купол. Купол – это голова. Абхазская церковь, она имеет свой купольный архитектурный, который признается в России и во всем мире. Как никогда нужны позитивные сценарии, основанные на ценностях и на здравом смысле, считает председатель Национального фонда поддержки социальных программ России Андрей Сергеев. Важно понимать, каким станет общее будущее соседствующих народов, отметил он. Я бы хотел сказать о том, что нам надо еще больше сделать. И вот об этом мы хотели поговорить и хотим поговорить на наших площадках. Об этом мы хотим, чтобы были обсуждения с нашими экспертами. Поэтому, по большому счету, мы хотим говорить о будущем для того, чтобы закладывать сегодня эти основы, чтобы мы могли развиваться в позитивном, продуманном таком грамотном направлении. О том, что Россию с Абхазией наряду с геополитикой и экономикой связывают и цивилизованные основы, говорила заместитель директора по научной работе Национального исследовательского института развития коммуникаций Валентина Комлева. Она добавила, что признание независимости несет колоссальную ответственность, потому важно помогать становиться действительно полноценным суверенным государством с благополучно развивающимся сообществом. Я представляю институт, который ведет работу в 26 странах вокруг России.
Российской Федерации. Мы не только проводим мониторинг ситуации, мы реализуем проекты. Вот нынешний форум – это один из тех проектов, которые мы реализуем с нашими партнерами на территории Абхазии. И, по сути, это первый для нас вход в Абхазию. Я надеюсь, что во время этого форума мы проведем ряд переговоров, заключим соглашения, какие-то меморандумы о намерениях, где можем совместно с абхазскими коллегами реализовывать значимые проекты, в первую очередь в области гуманитарной дипломатии. Договор о дружбе и сотрудничестве, подписанный 24 ноября 2008 года, стал первым международным договором, который заключила признанная Абхазия. В этом договоре были закреплены основополагающие принципы военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Абхазией, что повлекло за собой развитие обороноспособности республики. Особо хотелось бы отметить ту существенную помощь, которую оказывает Министерство обороны Российской Федерации в области обучения и подготовки национальных военных кадров. В соответствии с достигнутыми договоренностями с Российской Федерацией с 2010 года уровень профессиональной подготовки вооруженных сил Республики Абхазия возрос, что позволило выйти на новый качественный уровень военного строительства. О бесценной роли поддержки российских коллег говорил председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик. Он особо подчеркнул роль коллеги Сергея Шатунова, который на момент начала военных действий находился в столице. В период жесткой информационной борьбы Сергей Шатунов подготовил первые репортажи о начале вооруженного конфликта в республике. В 21:00 13 августа был репортаж в эфире программы «Время» о том, как абхазские вооруженные силы, абхазские власти укрепляют свои границы с учетом тех провокаций, которые происходят со стороны Грузии. А 14 августа мы утром встретились на Брехаловке и пошли, выпили кофе и пошли снимать сессию о том, как парламент Абхазии собирался обсуждать проект соглашения между Грузией и Абхазией. И через несколько минут мы узнали в здании Верховного Совета, что на Абхазию напали. И вот здесь дальше начинается новая история, история российско-абхазского журналистского боевого братства. Так получилось, что вот эти первые, я думаю, что вы все это помните, особенно люди старшего поколения, вертолет, который летит и бомбит Сухумскую набережную в районе МВО. Второй налет вертолета, который бомбит уже район Красного моста и попадает в Чачмовское здание на Сухумской горе. Кадры, где идет добровольцы, которые встали на защиту Родины, формируют линию фронта на Красном мосту. Но и самое главное, героический подвиг бойцов Абхазской гвардии во главе с Гивиком Уговичем и Вахтангом Цукба успели дать первый бой у 14-й школы, у эстакады, тем самым не допустили захват Верховного Совета в 11 часов дня. И нам посчастливилось с Сергеем Шатуновым вот эти кадры боя мы успели заснять там. Руслан Хашик добавил, что многие российские журналисты, неравнодушные к народу Абхазии, подготовили материалы, отражавшие истину, что стало колоссальной поддержкой. Сергей Шатунов, в свою очередь, сказал, что наряду с тем, что их работа строится на принципах журналистики, большую роль играла их товарищеская симпатия к коллегам. Искандер, когда уходил, у него брали какое-то интервью, одно из последних, он сказал, что нужно Абхазии. Абхазии нужно спокойствие и признание. Вот спокойствие и признание уже есть. Мне кажется, это... И он немножко про другое говорил. Он говорил, что Абхазии не нужны... Вот я поддержу здесь коллегу, который только что выступал, потому что Абхазии нужно аккуратно все смотреть. И России то же самое. Нам нужно смотреть друг на друга, быть друзьями. Торговый представитель Абхазии в России Олег Барцец отметил, что экономические международные форумы уже почти привычное явление для республики. И форум, который поднимает вопросы гуманитарного характера, крайне важен. Наступает, мне кажется, момент необходимости осмысления именно вот шагов в плане обеспечения наших усилий еще и академической базой, экспертной базой, экспертными решениями. Это крайне важно, потому что
без обсуждения вот таких вещей очень легко свернуть куда-то не туда один раз. И это для небольшой страны будет иметь моментальный эффект. У нас, к сожалению, нет того запаса прочности, которым обладают большие страны. «Я многое с Абхазией прошел», — сказал политолог Сергей Маркедонов, за чьими плечами множество аналитических статей о республике. Он отметил, что Абхазия – его второй дом. Здесь, в Сухуми, я приехал сюда с моим старшим сыном, чтобы совмещать приятное с полезным, и отдыхать, и проводить интервью, встречаться с людьми, проводить полевое исследование. И вот так нас, собственно говоря, события 8 августа достигли здесь. Я тогда сидел в кабинете у Сергея Мироновича Шамба, тогда министра иностранных дел. Вот. Смотрели, ловили реакцию Москвы. Все это было сложно, непросто. И позиция Москвы была непростой, неоднозначной все эти 30 лет. И, наверное, будет неоднозначной, так всегда бывает. Когда мы говорим о правде и объективности, мне часто задают вопрос, что для вас правда, объективность. Прежде всего, не упрощать. Не упрощать позицию союзника, избегать завышенных ожиданий, не упрощать позицию противника, не заниматься шапкозакидательством, адекватно оценивать ситуацию. Как Шарль де Голль говорил в свое время, политик должен реально смотреть на вещи, даже если это не очень приятно. Глава Совета старейшин Абхазии Аполлон Дума приветствовал участников форума, пожелав им мира и добра. Он рассказал, как в далекие времена за Российскую империю сражались абхазы, среди которых и его односельчане. Во время русско-турецкой войны 1977-1978 годов некоторые абхазы принимали участие в войне на стороне России, в том числе князь из нашего села Тхины Зурбек Мсаустович Цапшипа с Ирналипа, тоже князь Гагарский, вместе воевали на стороне России против Турции. Зурбек удостоился Георгиевским крестом. Во время Первой мировой войны Абхазская сотня, как вы все знаете, воевали на стороне России. Абхазский государственный деятель Сократ Джинджоля в своем выступлении сказал, что данный форум есть продолжение тех, которые начали в 2005 году. Он напомнил, что в Абхазии работал филиал Российского фонда Института евразийских исследований. Конечно, времена меняются. Конечно, задачи, которые стоят сегодня перед Абхазией, совершенно другие, наверное, но люди те же, вот, намерения, значит, у людей цели одни. Наша история, конечно, отмечена многими событиями. Были и печальные страницы, было многое, но вот тот опыт, который мы извлекли из взаимоотношений, вот, он нам позволяет с оптимизмом смотреть в будущее. И все, что сегодня Россия делает для Абхазии, это, я думаю, что невозможно оценить. Невозможно оценить, потому что вот зонтик такой, которым прикрыта Абхазия от внешних угроз, это Россия. Наверное, никто так не ждал признания независимости Абхазии, как семьи погибших, сказала председатель движения «Матери за мир и социальную справедливость», секретарь Общественной палаты Гули Кичба. Наверное, никто так не ждал признания, как семьи погибших. И это как раз оправдание того, что их гибель не напрасна. Общественная палата не раз принимала участие в таких вот форумах. И я помню, когда Общественную палату России возглавлял академик Верехов, тогда были очень тесные у нас взаимосвязи. Мы всегда рады участвовать в таких вот очень значимых для Абхазии форумах, встречах экономических, гуманитарных, образовательных, потому что Абхазия в этом нуждается. И как здесь отметили, именно для будущих поколений, чтобы эти связи не прерывались, а укреплялись. В завершении торжественной части форума политконсультант, психолог, эксперт по пиар и JR Алена Август преподнесла знаковый подарок ректору АГУ Олегу Гвараме. Она подарила коробочку, сделанную из ствола кремлевской елки. В коробочке 10 семян елки. А вручить этот кубик я хочу вам, Олег Алексеевич. Ну, потому что вы же выращиваете студентов. Вы точно вместе с Общественной палатой, с матерями Абхазии найдете, кто достоин выращивать
эти 10 семян. Затем программа форума продолжилась в стенах Абхазского госуниверситета, где Алена Август провела встречу с представителями этого учебного учреждения, работниками сферы СМИ и пресс-служб. Тема встречи – как перейти от философии рассуждений к философии практики, передачи ценностей и формирования общего ценностного поля поколений. Алена Август, журналист с многолетним опытом работы, поделилась фишками, которые часто применяют в работе. Ее общение с участниками встречи строилось на диалоге и разборе конкретных ситуаций. Участники встречи рассказывали о том, как выстроена их работа, и интересовались тем, какие методы улучшат их работу. Асида Мали, Лаура Капш, Алексея Гухава, Заур Кварча и Налгвинджа, Абхазское телевидение. В рамках Международного форума «Абхазия. 15 лет признания Российской Федерации независимости республики» состоялось подписание протокола о намерениях между Абхазским госуниверситетом и Национальным исследовательским институтом развития коммуникации. Со стороны АГУ документ подписал проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинджи, а со стороны НИИ РК замдиректора по научной работе Валентина Комлева. Это соглашение важно и для нашего института, и для университета, потому что оно позволит нам развивать программы научной мобильности для молодых ученых, проводить совместные исследования. Оно позволит нам развивать научные коммуникации. И для нас это очень важно, тем более, что Институт развития коммуникаций обладает очень высочайшей экспертизой. У них есть представительство в 26 странах. И поэтому я считаю, что этот протокол о намерениях, он повлечет за собой полномасштабное соглашение и, я уверен, очень активную, взаимовыгодную работу и сотрудничество. И мы всегда будем рады видеть в стенах нашего университета таких специалистов, как Валентина Вячеславовна. А на полях первого Всероссийского форума среднего профессионального образования в Москве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Министерством просвещения Абхазии и Общероссийской общественной детской юношеской организацией по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения». Отряды юных инспекторов движения – добровольные объединения школьников, которые создаются для применения усвоенных ими знаний и правил дорожного движения, воспитания у них чувства ответственности и культуры участника дорожного движения, профессиональной ориентации. К 15-летию признания независимости и государственного суверенитета Республики Абхазия Российской Федерации была приурочена встреча министра иностранных дел Инала Арзенба со студентами и участниками социальной платформы «Будущее Абхазии». Во встрече приняли участие чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин. Инал Арзенба поздравил присутствующих с наступающими памятными праздниками. В ходе мероприятия глава МИД передал библиотеке АГУ подарочный сертификат на 100 книг Ли Куан Ю из третьего мира в первый. История Сингапура. Мы вместе с нашими российскими братьями твердо движемся по намеченному курсу. Это ежедневная работа с центральным аппаратом МИДа России. А хочу вам сказать, что все, кто признал Абхазию, признали благодаря России. Мы должны это знать и помнить. Особенно это касается относительно крупных стран, таких как Сирия, Венесуэла, Никарагуа. Без поддержки России это было бы невозможно. И сегодня наша работа невозможна без поддержки МИДа Российской Федерации и личной поддержки Сергея Викторовича Лаврова. Наши отношения официально развиваются с 2008 года. С этого момента было подписано более 200 разных соглашений, которые облегчают в том числе и вашу жизнь. Это соглашения разного уровня, и они касаются, наверное, практически всех сфер нашей жизни. Есть два ключевых соглашения фундаментальных, на которых основываются все последующие соглашения. Это фундаментальное соглашение 2008 года о дружбе и сотрудничестве и соглашение 2014 года. Они у меня здесь есть, если хотите, мы с вами более подробно обсудим. Мы недавно подписали соглашение о двойном гражданстве с Сергеем Викторовичем Лавровым. Я знаю, что наши граждане очень этого ждут. Мы благодарим президента России за его позицию и за поддержку, и Министерство иностранных дел. Это соглашение было подписано, и мы готовимся к тому, что оно в ближайшее время вступит в силу после обмена ратификационными грамотами. С 2008 года
Российская Федерация оказала государственную помощь Республике Абхазия в общем объеме более 110 миллиардов рублей. Инал Батович подчеркнул уже, что мы все готовимся в самые ближайшие дни отметить 15-ю годовщину признания. За эти годы очень много, как сказочники говорят, много воды утекло и много что произошло. Самое главное – это новое качество жизни в Абхазии, поскольку сами абхазы, сами граждане Абхазии и, естественно, Российская Федерация за эти годы гарантировали чистое небо и независимое существование вашей республики. В республике вновь наблюдается рост цен на бензин. Сегодня стоимость бензина марки АИ-92 колеблется от 55 до 59 рублей. АИ-95 от 61 рубля до 67. Аналогичная ситуация и в соседней Южной Осетии. С чем связан рост цен и можно ли ожидать их снижения, узнавала Гугуца Варданя. Еще неделю назад автовладельцы платили 48 рублей за литр 92-го и 58 рублей за литр 95-го бензина. Но уже сегодня стоимость 92-го колеблется от 55 до 59 рублей, 95-го от 61 до 67-69. Повышение цен на топливо началось еще в мае этого года. Специалисты Министерства экономики и руководители топливных компаний отмечают, что до настоящего времени рост цен удавалось сдерживать благодаря запасам. Чтобы было понятно, на сегодняшний день себестоимость топлива, закупленного в России, доставленного в Абхазию, порядка, наверное, 60-62 рублей. То есть вы видите, что на стеле бензин стоит 55 рублей 92, а его себестоимость на 6-7 рублей дороже. То есть вот эти запасы позволили нам сдерживать цену и позволили не поднимать ее резко. Сегодня нефтепродукты приходится покупать по высокой закупочной цене. Например, стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже по итогам торга пятницы второй день подряд обновила ценовой рекорд, превысив 70 тысяч рублей за тонну, сообщает РИА Новости. Ситуацию с ростом цен также прокомментировали сразу несколько топливных компаний – Алхан, Апснеойл, Газит. Все они отмечают высокую закупочную цену на российском рынке. С начала года стоимость 1 литра приобретенного топлива АИ-95 участниками рынка Абхазии в среднем составляла в феврале-марте 33-35 рублей, в апреле 40-41 рубль, в июле-августе 51-52 рубля. Разница в ценах зависит от стоимости приобретения нефтепродуктов участниками топливного рынка. Механизм беспошлинного ввоза в Абхазию нефтепродуктов, действующий в рамках межпрофсоглашения между Абхазией и Россией о режиме торговли товарами, работает. Однако низкий уровень таможенной пошлины $5 за 1 тонну или до 500 рублей на 1 тонну не оказывает влияния на конечную стоимость нефтепродуктов. Цены на ГСМ в республике формируются с учетом стоимости приобретения нефтепродуктов, НДС, таможенного сбора, услуг по сертификации, доставке и хранению топлива. Еще одна причина роста закупочных цен – закрытие крупнейших российских нефтеперерабатывающих заводов на сезонные работы. Следовательно, сокращается объем топлива, который поступал в продажу. А значит, не хватает ресурсов, что приводит к росту цен. Другая причина – туристический сезон. В России закрыты южные аэропорты, а железнодорожный транспорт не справляется с огромным потоком туристов. Многие из них передвигаются по территории России, в основном на автомобилях. Весь объем топлива, порядка 100 тысяч тонн, я имею в виду сейчас республику, в Российской Федерации, то мы связаны и привязаны к стоимости, которая формируется и сформирована на биржах и на рынке Российской Федерации. Хочу отметить, что это явление сезонное, это происходит каждое лето. Причины на это очень простые. Увеличилось потребление самого топлива в связи с тем, что перегружены и железнодорожный транспорт, и авиатранспорт. Вы знаете, что
все аэропорты на юге России закрыты, соответственно, кратно увеличилось количество людей, которые пользуются автотранспортом в сезон отпусков для передвижения по стране. Аналогичная ситуация с ценами на топливо и в Южной Осетии. Если в середине июля стоимость бензина марки АИ-92 поднялась до 46, 47, 50 рублей, то в начале августа его цена возросла в среднем до 51-53 рублей. По словам директора ГУП «Югосетнефтьпродукт» Сослана Джихкаева, подорожание топлива в республике связано с ростом его закупочной цены в России. Более того, в Южной Осетии наблюдается небольшой дефицит бензина марки АИ-92, так как Россия снизила объемы экспорта нефти и нефтепродуктов. Еще одна причина, наблюдающаяся на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, волатильность цен на нефть и усложнение логистики. Прогнозировать дефицит каких-либо видов топлива в Абхазии пока сложно. Все зависит от пропускной способности железной дороги летом и своевременной поставки оплаченных объемов топлива. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение. Депутаты Сухумского городского собрания внесли изменения в бюджет города Сухум на текущий год. Почему возникла такая необходимость, расскажет Шазина Ханагу. На повестке внеочередного заседания Сухумского городского собрания 2 пункта, главный из которых – внесение изменений в бюджет столицы на 2023 год. Начальник финансового отдела администрации Алхас Лагвилава подробно рассказал, по какой причине вопрос вынесен на заседание. Постановление Кабмина вышло о повышении заработной платы основных категорий работников госучреждений в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта. Вот. И за это мы все эти вопросы в одном письме отразили, и чтобы сразу все изменения, вот эти касаемые текущих вопросов, сразу отразить в бюджете 2023 года. Исходя из этого всего, проработали все вот эти моменты, были перерасчеты заработной платы были сделаны, плюс вот эти вот вещи, которые необходимы для города. Были также согласования с налоговой нашей городской, по увеличению доходной части бюджета города. Вот. Все это согласовано с Министерством финансов, с Министерством по налогам и сборам. Алхас Лагвилава предложил депутатам увеличить доходную и расходную часть бюджета столицы на 87 миллионов 624 тысячи рублей. Это покупка спецтехники, проведение строительных работ, а также увеличение заработной платы основным категориям работников бюджетной сферы согласно постановлению Кабинета министров. Она разбивается, по КБК, здесь, на налог на прибыль организаций созданных, 10 миллионов добавить, и на подоходный налог на 61 845,7. Также увеличиваем межбюджетный трансфер, мы вам прикладывали там письмо министра финансов, где озвучивается, что они увеличивают нам субсидию местному бюджету, бюджету города на 14 миллионов. Но это за счет увеличения заработной платы по этим категориям социальной сферы. И плюс еще 1 778,4 это иные межбюджетные трансферты, которые поступили к нам в июле месяце. Это был целевые деньги с резервного фонда президента на ремонт подпорной стены по улице Арцах. Там была подпорная стена, там ремонт ведется, сейчас работы проводятся. Оттуда деньги нам спустили, и нам надо отразить. В заседании принял участие мэр Сухума Беслан Эшба. Он рассказал депутатам о проблемах муниципального управления благоустройства. Речь идет о дефиците техники. С учетом режима работы спецтехника серьезно износилась. Поэтому планируется частично обновить парк. Мы предлагаем увеличить и расходную, и доходную часть бюджета на 87 миллионов с копейками. Она формируется за счет перевыполнения в этом году по доходной части бюджета на 65 миллионов рублей. Так разбивается 35 миллионов на приобретение оборудования и техники, и 30 миллионов на строительные работы. Это что касается 65 миллионов рублей. 20 миллионов рублей формируется за счет 14 миллионов субсидия и 6 миллионов подоходного. Всего, в общем, все это дело идет на заработные платы. Рассчитываем там 5-6 единиц техники. В основном это мусоровозы.
мусоровозы, вот, не тонары, как мы до этого покупали, но это мусоровозы. Ну и там планируем еще добавить мусорные контейнеры, немножко пересмотрели, мы провели рейдовое мероприятие, произвели замеры конкретного мусора, сколько вывозится, для того, чтобы ясность картины была. Так оказалось, что не весь мусор удалось убрать, это наблюдается по факту, также были в городе выставлены рейды. Вот я даже предлагал депутатам поучаствовать в этом мероприятии. В принципе, нам картина ясна, и нам надо срочно действительно менять ситуацию. Поэтому в этой части вот эта ориентировочная сумма, там посмотрим, мы не говорим, вот допустим, сегодня мы там вроде договорились, уже машина выехала пока без оплаты в дороге. Это бэушная машина, мы ее, в принципе, за хорошую цену. Количество техники, которая состоит на балансе муниципального унитарного предприятия благоустройства, сегодня не хватает, чтобы возить мусор в Гальский район. Техника ездит каждая, фактически по 3 раза, делает 3 рейса в сутки в Гальский район, это 80 километров в одну сторону. Часть техники выходит из строя, она уже тоже не самая новая у нас. И необходимо, конечно, рассмотреть вопрос об утверждении необходимых денежных средств на покупку новой техники. В ходе обсуждения Беслан Эшба подчеркнул, что также изменились сметы расходов по фуникулеру, Красному мосту, парку Тараса Шамба. К примеру, смета по укладке асфальта по улице Габечья возросла на 1 600 000 рублей. Мэр Сухума отметил, что это вызвано повышением цен на стройматериалы. Цены снова на бетон взлетели, они отказались. Об этом Черховцах вообще не говорю, там они вообще сказали, близко не подойдем. Еле-еле нам удалось, сейчас договорю, удалось уговорить Гудаутское предприятие, и вот добавив смет еще 1 600 000. То есть есть хвосты, которые мы повыпрыгивали из тех планов, которые у нас были. Вот это тоже за счет этого. Но вот эти крупные просьбы по Дыповской, по площадке, по господин Бирая 1 300 000. Там у нас труба, которая делается в новом районе. Так? Они это занимаются, делают? Со дня на день приступят они там перед твоим спортзалом. Депутаты Сухумского городского собрания обсудили данный вопрос и отметили его важность. Хочется сказать еще, конечно, вот субсидии местным бюджетам очень важный вопрос такой, это вот соцблоку, повышение заработной платы. Да, и по мусору сказать, у нас, конечно, катастрофическая ситуация, и нам необходима техника. Вот Бесланом Федоровичем было принято решение о приобретении 2 машин. После какое-то время прошло, было еще приобретено 2 большегрузные машины Тонара, но форма, то есть и ритм работы, режим работы, он и люди, и машины не выдерживают, поэтому машина, мотор одной испортился, коробка испортилась, и это очень, конечно, необходимо. Давид сказал, благодарность Иракию Игоревичу и всем сотрудникам налоговой Сухумской службы, которые уже из года в год, благодаря содействию с Бесланом Федоровичем, с Алтасом Викторовичем, вместе у нас из года в год повышается доходная часть и расходная, и все профицит. Слава Богу, и надеемся, в будущем все будет только повышаться. И также на все районы уже все больше и больше распределяться и делаться как-то так. Затем депутаты вынесли вопрос на голосование. Из присутствовавших депутатов 12 проголосовали «за», 1 против и 1 воздержался. В итоге изменения в бюджет столицы на 2023 год были утверждены. 19 августа газете «Аква Сухум» исполнится 25 лет. Депутаты Сухумского городского собрания поздравили главного редактора Мадону Квесыня со знаменательной датой и вручили ей букет цветов. Далее заседание продолжилось без участия журналистов. Шазина Ханагуа, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Национальная библиотека получила в дар большую партию книг от Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. Фонд библиотеки пополнился яркой художественной литературой, учебными пособиями, книгами по истории, литературе, по искусству и культуре, отметил директор Борис Чулария на странице библиотеки в Фейсбуке. После необходимой обработки подаренные книги займут достойное место в фонде Национальной библиотеки и будут доступны всем желающим.
Выпускники Сухумского музыкального училища, а ныне студенты российских музыкальных вузов выступили с концертной программой в Абхазской государственной филармонии. Барас Куджба, Мария Эмилия Терзян-Хагба, Адам Габелия, Нелли Сибелева, Валерий Барганже, Кая Хупория, Лана Адлиба и Арна Сэмсэм порадовали зрителей своим мастерством. В концерте также принимала участие государственная хоровая капелла. Репортаж с концерта смотрите в наших ближайших выпусках. Юрий Цушба, Ратмир Кархалава, Никита Мамципа и Марк Муслюмов стали победителями открытого Кубка Абхазии по классическому и многоповторному стритлифтингу. В соревнованиях приняли участие юноши, юниоры, а также спортсмены абсолютной возрастной категории. Организатором соревнований выступила команда стритлифтинга Абхазии совместно с Управлением по делам молодежи и спорту администрации города Сухум и фитнес-клубом «Элит Спорт». По итогам соревнований была сформирована команда сборной Абхазии по стритлифтингу, которая планирует принять участие 21 октября в предстоящем чемпионате России, который станет отборочным к Кубку Европы по версии ISF. Я участник команды сборной Абхазии по стритлифтингу, и вновь наша организация провела открытый кубок Абхазии по стритлифтингу. Хотелось бы отметить сразу о поднятии уровня организации. Турнир был более организован, было больше участников, а также помимо этого улучшился и результат участников наших спортсменов. Мне понравилось на соревнованиях, я занял первое место, мне было трудно, и я потянулся 16 раз, я играл 21 раз. Я Смурдик Виктор Русланович, участвовал в соревнованиях по стритлифтингу Абхазии. Впредь буду в эту команду и буду продвигать нашу страну в этом виде спорта. Принял участие в открытом кубке по стритлифтингу. Для меня это двойная польза, потому что, во-первых, я открываю для себя что-то новое и интересное, и, во-вторых, я понимаю, что вокруг очень много сильных ребят, которые намного сильнее меня. И это заставляет двигаться, развиваться дальше. Поэтому желаю стритлифтингу шириться и множиться своими участниками. В завершении выпуска расскажем о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 19 и 20 августа на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу местами возможен дождь, гроза, в воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 22-27, днем 32-37 градусов тепла. Температура морской воды плюс 29. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.